В Усть-Куломе реализуют проект, который изменит систему по сбору и транспортировке отходов в районе. На сегодняшний день весь мусор, собранный у сельчан, перегружают в райцентре, а потом почти за 200 километров везут в Сыктывкар. Это несет за собой огромные транспортные расходы и износ техники. Однако уже до конца мая в муниципалитете намерены запустить установку, которая должна существенно облегчить, а главное удешевить мусорную логистику. Об усть-куломском ноу-хау расскажет Павел Королев. На окраине Усть-Кулома слышен гул строительной техники. Рабочие возводят эстакаду для мусоровозов, чтобы последние смогли подъехать к так называемому пресс-компактору. Специальное оборудование для прессовки мусора приобрело в лизинг местное предприятие, отвечающее за сбор отходов. Цена вопроса почти 22 миллиона рублей. К слову, по нынешним временам санкционка и дефицит. Установку производят в Ржеве, однако двигатели стоят итальянские. Поэтому на предприятии надеются на европейское качество. Да и обслуживать и ремонтировать пресс обещают своевременно. Комплектующие, конечно, сейчас стоят импортные, в основном Италия, Германия. Вот. По обслуживанию, я думаю, справимся как-нибудь. Запчасти найдутся? Найдутся, найдем. Стоять мы точно уже, если мы запустимся, стоять уже мы точно не сможем. По предварительным цифрам, за счет прессовки отходов, дневной объем мусора, собираемый со всего района, будет помещаться в один такой контейнер. А значит, регоператору нужно будет делать меньше рейсов, чтобы вывести отходы в Сыктывкар. На сегодняшний день у нас силами регионального оператора вывозится со свалки этот мусор. Они где-то грубо ездят по 5-4 машины ежедневно. То есть, а здесь как бы планируется одна машина в 2 дня. То есть машина будет с прицепом. Регоператору осталось приобрести только более мощный грузовик, чтобы вывозить специальные контейнеры. Из-за санкций с этим возникают трудности. Однако предприятие обещает не подкачать. К слову, помимо снижения логистических затрат, ввод нового оборудования позволит ликвидировать одну из свалок муниципалитета. Ранее мы использовали исторически сложившуюся свалку для временной перегрузки. Это всегда вызывало определенные трудности и с заездом техники, особенно в весенний, осенний период. Кроме этого, у нас на руках сегодня есть решение суда о необходимости рекультивации этой свалки. И, соответственно, использовать больше мы ее не могли, как перевалочную базу. Поэтому мы долго искали вместе с руководителем МУП «Север», с рекоператором решение. Выезжали в Ивановскую область в августе прошлого года, посмотрели, как там этот вопрос решается. И остановились на том, что нужно приобретать оборудование, так называемое мусоропрессовочное. К слову, похвастаться таким оборудованием больше не может ни один муниципалитет Коми. А как отмечает завод-изготовитель, такое количество контейнеров мало еще кто приобретал даже по стране. Так что вполне вероятно, что Усть-Кулом сможет стать настоящим передовиком в части организации новой системы транспортировки отходов. Павел Королев, Иван Богомолов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Кулом.